Доброго дня, дорогие друзья! 26 декабря 2023 года в Махачкале прошло значимое событие в культурной жизни республики. Состоялся День лезгинской поэзии и юбилейный вечер поэта-прозаика, заслуженного работника культуры Республики Азербайджан Садакет Керимовой. В мероприятии приняли участие видные политические, общественные деятели, деятели культуры нашей страны и соседней республики, Республики Азербайджан. Организатором выступила ФЛНК этого мероприятия во главе с президентом Васифом Гасановым. Сегодня Садакет Керимова с группой вокалистов ансамбля «Сувар» гости нашей студии. Дорогие мои, я вас приветствую на родной дагестанской земле. Добрый день. Добрый день. Салам алейкум. Салам алейкум. Садакет Каимбековна, вообще, наверное, не случайно, что вот в этот юбилейный 23-й год для вас торжественные мероприятия прошли и в нашей республике, в Дагестане, где вас знают, любят и ценят. Было большое мероприятие в историческом парке «Россия. Моя история», затем была поездка в Южный Дагестан, где прошла встреча с читателями. Каждый, который имеет отношение к Дагестану и который живет вдали от этой республики, имеет в своей душе свой особенный Дагестан. Вы знаете, Азербайджан и Дагестан – это два крыла одного орла. Мы себя без Дагестана не ощущаем. Без Дагестана у нас нет полного счастья, потому что это страна не только гор, это страна поэтов. Таких поэтов взрастила дагестанская земля. Етим Эмин, Батрай, Ирчи-Казак, Сулейман Стальский, Гамзат Садаса, Юсуф Хапалаев, Расул Гамзатов, Фазо Алиева. Вот приезжать сюда на свой творческий вечер, это, вы знаете, как вдохновляет и обязывает. Это, я за это хочу поблагодарить всех людей, всех моих друзей, которые пришли на этот вечер. Хочу поблагодарить руководство ФЛНК Васифа Гасанова. Хочу поблагодарить правительство Дагестана за то, что вот они организовали такую прекрасную встречу. Не только лезгины были участниками этого прекрасного мероприятия. Я увидела многих своих дагестанских друзей. Такие вечера, они не только вдохновляют, они обязывают нас трудиться на благо своего народа, создавать, не уставать. И чем дорог был этот вечер? Тем, что там царила атмосфера любви, братства, дружбы. У меня есть такие стихи: «За 7 горами я друзей искала, спорила работа до 7-го пота, 7 огней прошла я, душу обожгла я, родине желая мира и любви. На 7 наречиях соловьи щебечут, но милей сердечку наши соловьи. 7 сгорю я, ратуя, воюя, все же сохраню я свой родной язык. 7 земель пройду я, мир весь обойду я, милые речи всходы пронесу с собой, отведу напасти, бури и ненастья, за народ родимый жизнью постою». Вот такие мысли мне в этом вечере пришли в голову. И всем хочу отсюда, из солнечного Азербайджана, теплый наш привет передать нашим всем зрителям, нашим всем друзьям. Садакет Каимбековна, вы автор 35 книг. Это на русском, лезгинском и азербайджанском языке изданы эти книги, куда вошли стихи, поэма, проза, пьесы, романы. И темы совершенно разные у вас. Но творческая личность, пропуская через себя вот в своих произведениях, выражая свое «я», она беседует со своей аудиторией. Насколько вы откровенны со своим читателем через свое творчество? Вы знаете, вот моя ведущая тема – это мораль, это человеческие чувства. Я не изменяю этой теме. О чем бы я ни писала, там мораль на первом плане. А мораль касается всех. Это мы людей поверхностно так видим. А что творится у них в душе, о чем думают, чего им не хватает. Чего желают. Чего желают.
Вот об этом мы часто не задумываемся. У меня есть такое стихотворение «Взгляни в себя душу», вот так и называется. Мы часто думаем о других людях, беспокоимся, а что у нас в сердце творится? Мы же всю жизнь в поисках счастья. Извечный вопрос это, для чего рождается да, человек? Да. Многие не понимают, не осознают, что такое счастье. Живя с любимым человеком рядом, привыкает к этому счастью, и потерявший его, вдруг ощущает, оказывается, это было счастье, я упустила. А в вашем понятии, что такое счастье? Недавно вышла моя книга, вот есть серенький мел, «Гадыкане чувств». Это на лезгинском языке. На лезгинском. Я вот этот вопрос там задаю, что такое счастье, я ищу и не нахожу. Но вы знаете, мы должны знать, что счастье – это наша семья, которая нас окружает. Счастье – это наши дети, счастье – наши внуки. Счастье – это когда у тебя есть любимая работа. Счастье – это когда ты можешь создать что-то. Для меня счастье – это быть наедине с ручкой и с листами, чтобы излить душу. Вот я тогда бываю счастлива. Но люди больше, конечно, от боли пишут. Все поэты пишут, когда им становится грустно. А вы почему стали писать? Вы помните, когда вы первый раз взяли ручку? И что это была? Пьеса, стихотворение, проза? Вы знаете, мне мама всегда рассказывала, что у нас в семье 6 детей, я вторая. Она всегда рассказывала, что у всех детей были свои игрушки, а твоя игрушка была ручка. Или карандаши. Вот твоя самая любимая игрушка – это карандаши. Я выросла в Кусарах, в городе. Там у нас был магазин, где канцелярские товары продавались. Самое мое любимое занятие – это было покупать ручки и блокноты. И когда не хватало денег, я сама делала блокноты из листочков и туда что-то записывала. Я эти стихи, конечно, не помню, но помню первое мое стихотворение в 5 классе. Это вышло в районной газете. В Кусарах. В Кусарах. Там 3 столбика было про весну. Вот вы пишете на лезгинском, на русском и на азербайджанском. А как это так? Вы знаете, писать я начала на азербайджанском языке. Я долгие годы писала на азербайджанском языке. Издавались мои книги на азербайджанском языке. И я же в газетах работала. По профессии журналист? Я журналист по профессии. Я подняла первый раз в республике проблему, что творится там в доме престарелых. Я написала книгу «Безмолвный крик». Сначала это были очерки, опубликованные в газете на азербайджанском языке, Азербайджан Гендждари. Тираж был 1 000 000 экземпляров. И благодаря этим публикациям люди начали узнавать меня. А потом у меня появилась идея написать повесть. Я решила написать книгу, написала, издала. Это и моя первая книга, так и называется «Безмолвный крик». И сразу такая хорошая молва пошла. Рецензии появились. И вы поверите, я на эту тему сняла фильм в прошлом году на азербайджанском языке. Называется «Безмолвный крик». Это проблема брошенных родителей, покинутых родителей. Это злободневная тема. Сейчас мир изменился, сейчас другие ценности, к сожалению. Я писала на азербайджанском языке. А потом в 90-х годах я начала писать на лезгинском языке. Я лезгинский язык прекрасно знаю, но грамматику нехорошо знала. Мне трудно было. Я помню, в Кусарах проходил юбилей известного лезгинского поэта Лезгин Амят, и меня пригласили туда, сказали, что ты должна там выступить. И я начала писать выступление, и вдруг мое выступление превратилось в стихотворение. Дали мне слово, и я выступаю на сцене и читаю эти стихи, и зал замер. И мне так стыдно, я покраснела, мне дрожь меня взяла, думаю, что все, опозорилась, наверное, ужасное что-то прочла я. А через несколько секунд зал взорвался. Даже они встали, начали аплодировать. И я тогда почувствовала, что каждый человек должен написать на своем родном языке,
как на родном языке, ни на каком языке ты не сможешь так искренне, так от души написать. И, кстати, первая моя песня тоже на эти слова. Это стихотворение называется «Лизгин гадал илига». «Я ястха, лизгин гадал илига, и макам дин аламат лизгилига». На русском тоже «Сыграй гармонист, лизгинку давай, и ты на горе за дело возьмись, спляшем лизгинку, шире круг, танцуют даже деревья вокруг». И первая песня тоже на эти слова были. Вот сейчас я вспомнила о Магомеде Азизхановиче. Помню, в 97-м, это 97-й год был, да. Я Магомеда Азизхановича заочно знала. Это, мы скажем, речь идет о композиторе Магомеде Гусейнове. О композиторе, да, Магомеде Гусейнове. Я была у вас дома, если помните. Да, конечно. Я говорю, пожалуйста, оцените. Я могу писать песни. А он не то что одобрил, он так похвалил. Я до сих пор помню его слова. И он профессиональный композитор, он известный, а я только начинающая. Он мне сказал, ты должна писать песни, у тебя получается. И всегда, за те годы, вот, которыми я руководила ансамблем, всегда он меня направлял, он воодушевлял, советы хорошие давал, и я ему благодарна. В общем, я так начала писать на лезгинском языке, и потом загорелась эта идея, и все. Начали сначала стихи, потом поэмы, потом начала повести писать, а потом романы. А на русском языке стихи иногда пишу. Остальное все это в переводе. Статьи, очерки я всегда пишу на русском языке. Вот сейчас ребята с ансамбля «Сувар» слушают очень внимательно нашу беседу, и вы, наверное, что-то для себя новое узнали, да, о бывшем своем руководителе, или вы уже все это знали? Джавахер, ну, вы 23 года, по-моему, в этом ансамбле «Сувар», да? Ну, да. Я была студенткой, когда первый раз познакомилась с Седагет Ханум Керимовой. И это было счастье от Бога, которое мне послали, потому что она тот человек, мой путеводитель, который показал меня лезгинскому народу, лезгинской сцене, предоставила меня и всем сказала, что вот это она. Поэтому я всю жизнь благодарна Седагет Керимовой за это. А то, что сейчас слышим, есть, конечно, новые детали, которые мы даже и не знали. То есть вы для себя заново как бы открываете поэта Седагет Керимова – это такой человек, которую, ну, читаешь, и вот не заканчивается. Про нее информации очень много. Хочется каждый раз ее изучать, про нее новое узнавать. Ее повести, ее романы, ее стихотворения, ее песни. Это человек, который творит бесконечно, вот, понимаете? И эту любовь в этих строках она передает нам, а мы эту любовь уже доносим до людей. И мы счастливы, что нас судьба свела именно с Седагет Керимовой, с этой великой женщиной.
Спасибо. Седокет Канибековна, но мы знаем, что ансамбль «Сувар» в свое время, вы были инициатором создания этого, вокальная группа была, потом была открыта школа танца. Сегодня этот коллектив уже носит статус народного, да. И руководитель поменялся, вы сегодня уже там не работаете, вы ушли из этого ансамбля. Но в свое время были те, кто был рядом с вами, те первые, кто вписал свое имя в историю ансамбля «Сувар». Первый мой жемчуг был, это Руслан Перевердиев. Жаль, мы его потеряли. Это такая потеря, мы его потеряли в молодом возрасте. Руслан Перевердиев, заслуженный артист Дагестана. Да, мы его тоже знали. Первый воспитанник в этом ансамбле. Когда я только создала ансамбль, он пришел, первый из солистов. И действительно свой почерк оставил. Мои самые лучшие песни он пел. И с удовольствием пел. И прекрасно у него голос был. И такой замечательный человек был. Второй мой воспитанник – это Ахмед Курбанов. Он сам из Сулейман-Стальского района Дагестана. Вырос в Баку работал. Народные песни великолепно исполняет. Только открылся в Баку филиал ДГУ. И я талантливых детей собирала, и Роза мне встретилась. Я Розе говорю: ты хочешь учиться в Дагестанском университете? Хочу, говорит, и мечтаю. И потом вдруг обнаружила, что у нее есть красивый голос. И все, мы начали с ней работать, она начала народные песни петь. Потом перешла уже и на мои песни. Значит, на моем юбилейном вечере 3 девушки из консерватории пели песни. 3 красивых девушек. Стояла Джавахир, самая красивая, и у нее такой редкий голос был. У нее удивительная сопрано. А потом я услышала случайно голос Решада Ибрагимова. Вы знаете, это было просто такая дрожь пошла, когда я услышала его голос. Он не только солист нашего ансамбля, он первый голос в государственном капелле. При Бакинской филармонии. Да. Эльвина Гейдарова. Кстати, она исполнительница вот этой песни «Яргунат», полюбившаяся вот зрителям из фильма «Холодное солнце». Как она пришла в редакцию, ей было сколько? 14 лет, когда мать привела ко мне в ансамбль. Говорит: вот у меня такая девочка, у нее прекрасный голос, пускай поет. Я говорю: ну пускай споет. Она спела арию Гюльчехры из Аршим Малалана. Узейра Гаджибекова. Она спела так, что двери всех редакций открылись, и все прибежали к нам в комнату. Кто это поет? Его. Я говорю: все, Эльвина уже принята. Первое впечатление, которое я первый раз пришел в этот ансамбль, то, что мне как родные приняли. То есть я себя почувствовал как близкого человека. И Седокет Ханым очень хороший человек этот раз. То есть я влюбился в то, что она относилась ко мне очень близко. То есть она дала себе знать, что я не чужой. Что ты свой, родной, близкий, да, по духу человек. Даже ее первая песня, которую я ее пел, мне так на душу села, что я сразу его спел. То есть ей тоже очень понравился Седокет Ханым, что молодец, ты очень красиво его спел. Но у меня была проблема с языком. Я очень плохо разговариваю на лезгинском языке. То есть, так как мы мало общаемся дома. Ты прекрасно говоришь на лезгинском языке, ничего подобного. Но все равно благодарен Седокет Ханым, что у нее замечательные вообще песни. Saçavavay çitavara sarağavay davudluhur Saçavavay çiçileral sadağalay davudluhur Turhilevay sapal tiram sadavayni tejedayram Naluhudi kotal tiram ki dağlar his davudayçam Turhilevay sapal tiram sadavayni tejedayram Naluhudi kotal tiram Tagudayçam Haçavalay halezginin dikilgene sasirava Haçavalay muradraçi azadvili sasirava Haşadavul hasadavul ayhan kastir hacidavul Vatan hayit ataburdib ayhan kastir Hacı Davut
Я очень люблю стихи, очень с любовью исполняю песни. Я горжусь, что работаю с Садагет Керимовой. Песни, которые мне предлагают, это со вкусом, конечно, вы знаете. И очень мне нравится, я это с душой пою, прям живу песни. Ахмед, вы с первого дня в этом коллективе, Да. ну, прошло уже 20 с лишним лет. И как вы себя чувствуете, ощущаете аксакалом, или все равно вы все тот же и молодой, каким пришли в этот коллектив? Ну, хочу сказать, она как и человек, как друг, товарищ, вот такой человек. И ее песни я люблю. И почему? Потому что у нее песни с восторгом принимаются везде. И овациями. Вот так это, да? Какие песни вы чаще поете? Это патриотика, это о любви, о у природе? меня большинство к народному этот тянется. Народное исполнение. Дай Бог ей здоровья, счастья, и чтобы долгих лет. Эвергнай час ахурайлу завардас. Заз жувас хабара чур заз ва авани авашни вари Садагет ханам زنبکود زغیل سرات چیرکنه که لانکی وزوان و زمانیار کیده. صداقت خانم مانیار ریکال الله مقطعی غفار سچ و نیره اینتید مانیاره وری یشمی سای همشه ریکال الله مقطع اساس ادمانیار کلاسیک دل القیز وری ادلا غیری صداقت خانم دیز مسا خدمتنی او республикада садани лезги халқи манияр аранжировка ауна düzdal aqudna toş teksa Sedagat Hanım de lanki народ манияр коктурай вичи пул эцеги вичи жиби да харжи çavluhuz guz amaniyar rentidi halda vini derecede vini havada inzata halqi maniyar maçı suvardiz hadakti Sedagat Hanım zasa am teksa talant havaysa işte kompozitör poetesa işte am xabzaş amza hemşe zalzal am akademik ya akademiya çexisa sa akademiyat ankolahna sa общество cemiyet Sedagat toralaysa cemiyeti masa gafgıqı Jesus talant ava insanlar xəyiz inna anla qotiz düzdala qudun har insan da Jesus ma hada ona وردك لورار كتونا сатарих я суварвиш сатарих я чехи. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете. Ну и возвращаясь к беседе с вами, Седагет Канибековна, мы уже говорили о фильме художественном «Холодное солнце». Это вначале была пьеса, потом роман, потом вы сняли фильм. И вот это не единственный фильм в вашей копилке, художественные и документальные фильмы. Но именно фильм «Холодное солнце» очень тронул душу многих зрителей. Вот на ваш взгляд, почему так зацепил этот фильм людей? Я родилась в послевоенные годы. Мой отец был участником войны. И мы знали, что такое война, последствия войны. Только из семьи моего отца, вот их было 5 братьев, 3 брата ушли на фронт. Отец мой вернулся, 2-й брат его спасла русская женщина, выходила его в течение 2 месяцев, и он обещал, что после войны я вернусь, я на тебя женюсь. Она потеряла мужа, говорит, у меня 2 детей, ничего. И он сдержал свое слово. Он сдержал свое слово, вернулся с фронта. Он несколько раз приезжал на родину, а другой дядя мой без вести пропал. А потом мы услышали историю других людей из моего села. Нечаянно я столкнулась с историей военнопленного, который прожил в Европе, и мне рассказали его историю. Меня так затронула эта история. Написала пьесу на лезгинском языке. Я помню, что неделю я ничего не могла делать, пока не закончила эту пьесу. Я писала и сама плакала, потому что война делает несчастными людей, понимаете, целые семьи, целые поколения остаются покалеченными. И затронула меня эта тема, написала пьесу, я опубликовала эту пьесу в газете «Самур». Через 2 года я уже издала роман на лезгинском языке. Я этим тоже не успокоилась. Есть такие темы, они вот тебя мучают все время. И я начала работать над уже сценарием. Я целый год работала над сценарием, но к фильму я шла ровно 7 лет. И пригласила режиссера Ильшан Зейналы. Мы вместе начали. А сколько вы времени работали над фильмом? Год?
Над фильмом уже съемки. Приготовлениями 7 лет, а сами съемки? А сами кастинги туда-сюда. 40 дней мы только выбирали актеров, там костюмы выбирали. Декорации. Декорациями я занимаюсь ровно год, это одна, конечно. А потом, когда все уже было у нас готово, мы переехали в село Яргун, обосновались там, вся группа, съемочная группа. Мы 40 дней не выходили из села. Мы днем, ночью, среди ночи, в 3 часа ночи снимали. И все село участвовало в этом. 40 дней, потому что холода наступали. Мы должны были закончить съемки, все в легких платьях, все дрожат, а происходит событие летом. Поэтому нам надо было и ночью, и днем по 4 часа спали. А монтаж фильма, конечно, он долго длился. Ровно 9 месяцев мы каждый день бесперерывно, мы не знали воскресные дни, выходные с 6 вечера до глубокой ночи работали над монтажом. Но это все оправдалось теми рецензиями, которые очень много благодарных слов в ваш адрес, кто посмотрел этот фильм. А я верила в этот результат. Если бы я не была уверена, я не взялась бы.
Вот как вы об ансамбле говорили, да? Ансамбль, как это семья, да, это единый организм. Да. Я с первого дня верила в успех вот этих ребят, этих талантливых ребят. Я верила в успех нашего ансамбля. Я знала, что он будет народным ансамблем. Я знала, что он будет везде, значит, пропагандировать культуру Азербайджана и Дагестана за пределами этих республик. Так и случилось. Вот обращаясь к вам, вы ездите, гастролируете. Где публика теплее и добрее? Ну, где есть лезгина, она всегда и теплая, и добрая. Где лезгина? И добрая. Ну, вы же поете не только на лезгинском, Да, на азербайджанском мы же поем тоже на вы всех поете. языках, конечно. Понятно, но все равно. Ну, мне кажется, везде нас принимают очень тепло, потому что мы поем в основном песни Седагет Керимовой, которые написаны... Стихи и музыка. Стихи, музыка, да, она вкладывает свою душу. И мы как-то стараемся спеть ее и предоставить людям, и люди принимают эту песню с теплом. Где есть ее имя, там есть любовь, и везде принимают нас. Вот когда знаю, что приезжает Седагет Керимова или певцы, которых вырастила она, вот тогда собирается очень большая публика, и мы, смотря на эту публику, чувствуем любовь, тепло. Энергетику зала да, чувствуете. А без этого никак. Вот эти аплодисменты, полный аншлаг, эти цветы, эта любовь, это все чувствуется. Историческая родина Дагестан, но живете вы в Азербайджане. Все-таки, наверное, в Азербайджане публика вам ближе и добрее. В Азербайджане публика ближе, добрее, если сказать. Да, нас там очень любят, нас там тоже ценят, очень ценят. Но в Дагестане мы тоже это чувствуем. Мы чувствуем любовь, огромную любовь от старшего до младшего. Мы это чувствуем везде, и мы благодарны дагестанскому народу. Низкий поклон им всем. Спасибо за любовь, которую вы нам дарите. Спасибо за почтение нашей прекрасной Седагет Каимбековне. Я знаю, что у вас есть и своя заветная такая мечта. Вы хотите снять фильм на лезгинском языке. Сейчас меня, вот, как говорится, в каждом вот выступлении, в каждом слове наших зрителей вот одна мечта такая, чтобы я сняла фильм «Блажная». Это, кстати, такой самый мой такой роман, который получил известность в Азербайджане. Этот роман переведен и на русский язык тоже, «Блажная» называется. Я помню, за несколько дней весь тираж купили этого романа еще в советское время. И свыше 100 рецензий написано на этот роман. И многие мои друзья по перу, и известные журналисты писали. У всех заветная мечта, чтобы я сняла фильм. И недавно... А почему, интересно? Почему? Весь ваш жизненный опыт уже в этом романе? Или какая-то история уж там очень такая душетрогающая? Да, именно вот история любви. Я все фильмы снимаю в Кусарском районе, у меня особая любовь к Кусарам. Это ваша родина, где это вы моя родились? родина, да, вот там как-то я работаю от души. И земля дает вам силы, родная земля. У нас в селе Яргун есть возвышенность, холм, Челетхур называется. Из этого холма видны, значит, просторы вот Касумкенского района и Магарамкенского. Само разделяет нас. Я сейчас мечтаю вот о том, чтобы снять хорошие, колоритные, этнографические, художественные фильмы с участием дагестанских актеров и показать вот именно красоту Дагестана. Вот это же неописуемая красота. Я сама даже Дагестан полностью не знаю, а это такой край. Вот его надо показать. Это сегодня, кстати, Дагестан открылся и с туристической стороны. Да, очень много говорят, пишут, снимают о Дагестане. Но каждый, когда снимает, он вносит что-то свое.
свое. Да. И ваше слово еще за вами, я думаю. Я хотела бы, я бы переехала на месяц, на 2 месяца, я бы создала, я бы хотела оставить какой-то след, понимаете, хоть маленький след, вот это будет фильм дагестанский. Вот жажду Вы уже этим. оставили такой большой след, все ваши книги, 35 книг, которые изданы, написаны, и это же не одна страница, это большие такие, вот такие книги, насколько я знаю. Мы сегодня говорим о том, что с 1997 года вы являетесь главным редактором газеты «Самур». Она тоже издается на 3 языках – лезгинском, русском и азербайджанском. В свое время, я помню, там были вопросы, которые требовали решения. Как сегодня ситуация? Вы знаете, вот издавать этническую газету – это очень трудная работа везде. Во всех уголках мира об этом скажут. Это неблагодарная работа. Я в 3 газетах работала. Орган ЦК КП, очень прославленная газета, и там 17 лет проработала. Потом парламентскую газету перешла, 4 года там я заводделом была. Потом я работала в международной газете за первым заместителем редактора. И вдруг мне предлагают выпускать газету «Самур», у которого ничего нет, ни кабинета, ничего, ни финансов. С нуля вам пришлось, да? С нуля. Просто мне сказали, что вот единственная газета, она до меня издавалась в 1992 году, начали издавать газету. Я знала, что это будет трудно. Просто когда подумала, что это же единственная газета на лезгинском языке, которая издавалась в Азербайджане за всю историю, это первая газета на лезгинском языке, просто мне совестно стало оставить эту газету без присмотра, без хозяина, понимаете, без рачительного хозяина. А мы, женщины какие, мы если беремся за что-то, мы обязательно начинаем экономить, что-то делать, выкраивать откуда-то, что-то и делать. И моя семья, конечно, мне помогала. Начали газету издавать на 3 языках. Вот эти 3 языка для меня святые. Это лезгинский, азербайджанский, русский язык. Я дорожу этими языками. Мы этим хотим создать мост дружбы, мост любви между Азербайджаном и Дагестаном. А куда вы больше всего любите ездить, кроме Кусарского района, который вы так любите? Я в Касумкент люблю ездить. Я почти 10 раз побывала. Помню, вот коллектив нашей газеты пригласили тогда на мероприятие «Самур» Чемугмавиле. «Самур» у нас в гостях, газета «Самур» у нас в гостях. Я помню, очень удачная такая встреча была. Поездка удачная и такая душевная. Красивая встреча была, столько людей было. Потом была встреча вот с поэтами. Мы с Музафер Мялимом, еще Роза тоже, Роза Гаджимурадова тоже с нами ездила в Касумкенте. В Касумкенте мы несколько раз, вот мои ребята выступали с красивыми песнями в клубе, проходил вечер. Вы знаете, у нас так хорошо приняли. Как будто свои, ты идешь, как будто ты находишься в Кусарском районе, все такие родные. Не было человека, которого я не знаю, я всех их запомнила. И там очень, вы знаете, что Нариман Шамсудинович сделал очень многое. Это бывший глава этого района, бывший глава, да. Сегодня зампредседателя правительства. Да, он очень многое сделал для развития этого района, для культурного наследия этого района. Я хочу поблагодарить Саида Мусимовича, главы администрации Касумкентского района, за ту работу, за ту организационную работу, которую вот нас он провел восторг, встречу, да. Он с самого начала до конца был на вечере, он прекрасно выступил. Большая заслуга в развитии лезгинского языка, в развитии культуры в Дагестане у имама Музамидиновича Яралиева. Он делает очень многое для сохранения родного языка. Культуры лезгинского народа. Да, все благодарно об этом отзываются. Он и сам пишущий человек. Он сам поэт, у него отличная память, он знает наизусть стихи на лезгинском, на русском языке. Бедренсе, я хочу, воспользуясь случаем, поблагодарить Луизу Гаджиевну, директора нашей компании ГКРК Дагестан. Да, это такой замечательный человек. Мы долгие годы дружим с ней. Я получаю удовольствие от общения с ней. Мы несколько раз в официальных встречах встречались. И в Анкаре были на форуме.
Спасибо ей за эту возможность. Инициативу, что Это сегодня вы да. сегодня здесь, в студии, да, на все передаче. благодаря ей. Ну, вообще, вне зависимости от того, наверное, в Азербайджане или в Дагестане, у нас есть общность, общие корни, да, и в музыке, и в литературе. Все равно мы живем на одной земле Кавказа. Горы, море, и у вас море, и у нас море. Это все нас тоже объединяет. Вот вы настолько разносторонний человек, и как вы все успеваете? Удается вот уделить время и домашним, и общественный деятель, и поэт, и прозаик, и режиссер. Но все в одном лице. Где столько времени вы находите, чтобы все успеть? При желании все можно сделать. Когда есть желание. К чему стремиться, к чему идти, до цели. Есть, как Есенин писал, так мало пройденных дорог, так много сделанных ошибок, столько упущенного времени, столько пустую. Вот я так жалею, что вот были у меня такие дни, что я просто бездействовала. Мне кажется, вы очень слишком суровы к себе. Но все в руках Всевышнего, как у нас говорят. Будем надеяться, что есть время, и вы все еще успеете все ваши желания, мечты, то, о чем вы мечтаете, все это будет осуществимо и будет сделано. Но самое заветное ваше желание, мы уже сказали, это снять фильм на лезгинском языке. А вот какие пожелания бы вы сделали нашим телезрителям, дагестанцам, Новый год? Дагестан – это уникальная страна, действительно. Это переплетение истории, переплетение там, судеб разных народов. Столько языков. Это какое наше достоинство? Это такое богатство. Вот моя мечта, чтобы сохранились все эти языки. Это главное достояние Дагестана. Вы знаете, вот нет другого богатства, чем языки Дагестана. Дагестан сделал известным с древних времен именно вот это богатство. Я бы хотела, чтобы сохранились все языки всех народов. То, что создано нашими предками, чтобы мы сохранили и передали нашим поколениям, чтобы у всех на душе была эта любовь к родному языку. Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам и вашим родным и близким всем здоровья, жить и творить в ритме времени, продолжая вносить свой вклад в укрепление дружеских связей между двумя соседними республиками, добрыми соседями Азербайджаном и Дагестаном. Oh,